любовь к национальному костюму привела рахметлі покойная Селиме Челебиева. Это танцовщица, которая тогда танцевала в ансамбле Хайтарма в Узбекистане. И она была подруга моей мамы. Она к нам приезжала каждую неделю с Ташкента. Однажды она взяла мою куклу и сказала: дай мне эту куклу, я тебе привезу на следующей неделе, и будет тебе сюрприз. И она увезла, и через неделю она мне ее привозит, всю наряженную, пошитую на нее крымско-татарский костюм с феской, с монетками, с марамой. В общем, я была так поражена. И в тот момент я пережила вот такой вот очень эмоциональный шок. И вот там у меня просто родилась любовь. Вот я тогда поняла, что я буду изучать крымско-татарский костюм. Я поступила в Ташкенте. При окружном доме офицеров были такие курсы кройки и шитья 4-годичные. Еще будучи в Узбекистане, я начала собирать старинные изделия. Кто-то манжет мне подарил, вот эти вот пулчхлар всякие, да, пускулер, кисточки, которые на фесках, воротнички, недошитые рубашки из домотканной ткани, которые вывезены из Крыма. У меня появилась такая мини-коллекция, мне уже стало интересна и вышивка. Мой муж Лютфи Османов познакомились благодаря национальному движению крымских татар, когда на то время мы организовывали, да, митинги, потому что у нас были одни идеи, у нас была цель вернуться на родину. Мы в 1991 году уже запланировали ехать в Крым. Первый гость, который был у нас дома, это иностранец, так скажем, это была Уршула Дорошевская. Она работала в фонде «Идея» в Варшавском. Мне было предложено, чтобы я тоже создала неприбыльную организацию «Творческое объединение». И это был первый курс вообще в Крыму, когда мы организовали курсы вышивания, пока что у меня дома, для первых 5 женщин. Для меня это был пробный вариант, потому что я в жизни ничего такого не делала, но я, когда преподавала эти курсы, эту вышивку, одновременно я училась и сама. В 98-х годах, 99-х годах я начала знакомиться уже с мастерами, я познакомилась с Мамут Чурлу, я познакомилась с Эльвирой Усмановой. Решила, что вот он мой путь. Я начала ставить перед собой цель, что для моего народа надо восстановить нашу культуру, наши традиции именно по одежде, по вышивке, по качеству. В 1999 году я написала первый проект и подала в разные организации. Первым откликнулось канадское посольство. Мы сделали, я считаю, на тот момент именно гигантский шаг в том плане, что мы сделали курсы. У нас в Крыму появилась такая организация, как ТИКа, турецкая организация. Они это услышали и предложили мне, чтобы я написала большой проект, который они хотели бы спонсировать. Я написала этот проект. В 2000 году он прошел успешно. Мы провели еще один курс, такой уже очень углубленный. Мы пригласили педагога Нурсель Байгазоглу из факультета прикладного искусства Гази университета в Анкаре. Она приехала, целый месяц она у нас жила, и вместе со мной преподавали мы золотошитье и двустороннее шитье. Мы выбрали 18 человек, и по Крыму в 18 регионах мы открыли точно такие же курсы. Это настолько был удачный проект, что на сегодняшний день, благодаря этим курсам, родились такие
мастера. Гульнара Негляденко, это Старый Крым. Зарема Мустафаева здесь, в Бахчисарае. Ни одного курса я не делала за деньги, потому что это был мой принцип. Потому что, понимая состояние нашего народа, который приехал в Крым, финансовые трудности, которые мы переживали на тот момент, да, и безработица, у меня именно была цель обучить женщин, девушек, и чтобы что-то начали производить и зарабатывать на этом себе там на жизнь. Вместе с моим мужем Лютфи Усмановым, большую часть проектов в основном он писал. Открылись благодаря этим проектам в Бахчисарае на весь Крым первая и единственная мастерская по обучению ювелирных изделий и гончарной мастерской. На гончарные мастерские у нас были приглашены мастера вот тогда и Рустем Скибин, Абдюль Сейтаметов. Потом в процессе этих проектов у нас там было очень много мастеров, которые приезжали, уезжали. И Ильдар Гусейнов тоже он, в принципе, начинал с нашей мастерской обучения. И потом уже тоже вырос в уже настоящего мастера. Ювелирное искусство мы пригласили Рахметли Айдарага Асанов, ювелир. Он начал обучать наших ребят. И очень даже хорошо шел весь вообще процесс обучения. Мы всю эту мастерскую назвали «Ремесленные мастерские уста». Это было вот недалеко от Ханского дворца. Я организовала творческое объединение «Марама». До 2014 года мы просуществовали, а потом, к сожалению, нас закрыли. Это платье создалось с помощью, естественно, нашей артели, да, где работали мои ученицы. Орнамент я создавала, основываясь на крымско-татарские орнаменты, которые я видела в Ханском дворце, и платья, которые находятся в музеях в Турции. Основа строя – это наша крымско-татарская, начиная с орнамента, заканчивая фасоном кроя модели этого платья. Вышивали 6 моих учениц, я тоже участвовала, естественно, в течение полугода. Здесь полностью все маклама, техника вышивания. Это первое платье в Крыму, которое создалось со времен депортации. Платье имеет смысловое значение. Это свадебное платье девушки, называется бингдалла. Бингдал – это значит, в переводе на русский язык, 1000 ветвей. Смысл он несет в себе такой, что чтобы девушка, которая вышла замуж и попадает в чужую семью, чтобы она была как дерево, которое развивается и дает 1000 ветвей. То есть, чтобы размножился род, в который она попадает. И Александр Муратов приехал в Крым и сказал, что вот он, оказывается, будет снимать фильм. Фильм такой неординарный, я бы сказала, по рассказам Катюбинского «Крымско-татарский триптих». В этом фильме должны были работать артисты с нашего Крымско-татарского театра, и они предложили мне работу как художника по костюмам в этот фильм. Я никогда не работала в фильмах, в кино. Но я с удовольствием сразу согласилась, даже не раздумывая, потому что мне хотелось себя еще и в этом попробовать. Sevip saysın kaynanasını, kaynatasını sevip saysın. Ana babanı sevdiğin adam Allah'a yakın adam. То
В 2011 году меня пригласили тоже поработать помощником художника по костюмам уже в киностудии «Мосфильм». Снимали здесь у нас в Бахчисарае на Чуфуткале фильм 4-серийный «Погружение». Я немножко поработала и с ними. И уже вот последний мой опыт – это фильм «Хайтарма». Я была консультант по этнической одежде. Ну и кроме этого я не только консультировала, мы одевали актеров, да, переодевали, и плюс мы еще шили по ходу. Например, вот главная героиня Фериде, где она там идет с конями, да, вот это ее платье, халат, я его за ночь шила, например. Фериде, саңа чоқ мектуб yolладым, ama sen cevap vermedin. Yakında жен бітсе, біз қавышармыз. Во время съемок ты видишь это и представляешь, как оно было именно тогда, и наворачивались слезы просто, что вот как оно было. Ну, ясно, что тогда было намного страшнее, что сейчас это все актеры, но это было тяжело. Когда пришли эти люди, бабушки, дедушки, в стареньком, вот так, да, шапочка на голову. Приходили бабушки, у них марама на плечах и держат в руках вот именно массовка, когда мы одевали этих бабушек, да, мы их одеваем, в принципе, они готовые приехали. И с этим Коран, бабушка, вот она у меня вообще из памяти не уходит. Уже бедная Рахметли oldu. Но фильм сняли как на одном дыхании, потому что там нету лжи, там все было правда, то есть это все переживалось. Не знаю, буду ли я еще в фильме когда-то участвовать, но это очень такой на меня, так скажем, отпечаток наложило, что когда работая именно вот с такими историческими фильмами, ты переживаешь именно ту боль, те эмоции, да, ту любовь, которая там переживалась, тот страх, то рвение к победе и к правде. Меня пригласили в Турцию, наша крымско-татарская диаспора, чтобы я приехала туда и создала для них наши традиционные изделия, наши традиционные костюмы. И я поехала туда, как говорится, открывать для себя новый мир, но с тем, значит, багажом знаний, которые я уже приобрела на тот момент. Поехала дальше нести добро в народ, красоту в народ. В октябре меня пригласили уже на государственном уровне, это был проект Гольбаша Беледиеса. Я преподавала крымско-татарскую вышивку в деревне Балык-Пинар, где проживает 80% крымских татар. Там тоже была идея, чтобы обучить женщин, домохозяек и создать такой кооператив, где они ткут ткань домотканную, да, и на них же вышивают уже нашу крымско-татарскую вышивку. Я горжусь, что вот именно эту лепту внесла я. Да, это, наверное, моя миссия.